Закон об изменениях в порядке назначения и выплаты пенсий вступит в силу уже 1 января 2019 года. Напомним, 3 октября Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство. Как будет повышаться пенсионный возраст? Что изменится для граждан, проработавших в районах Крайнего Севера? Как будут выходить на пенсию многодетные матери? На эти и другие вопросы ответил управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Якутии Георгий Степанов. Почему говорим о повышении возраста? Да? Почему-то так окрестили этот закон, и почему-то, наверное, очевидно, потому что повышение возраста является в данном случае механизмом для достижения основной цели, которая заложена именно в этом законе. И любой закон, допустим, это закон, который вносит изменения в действующее законодательство. Пенсионное законодательство – это сложная, многогранная вещь, которая формировалась у нас десятилетиями. И я бы не говорил, что я бы не хотел, чтобы мы рассматривали вот этот закон о повышении пенсионного возраста как абсолютно автономное законодательную меру, потому что повышение возраста, я еще раз повторяюсь, не является самоцелью этого закона. Цель этого закона вкупе, если ее встроить и рассматривать в системной связи со всеми другими законодательными актами по пенсионному обеспечению, главная цель этого закона, безусловно, заключается в повышении уровня пенсионного обеспечения наших граждан. Как было отмечено, пенсионный возраст будет повышен не сразу, а поэтапно. Таким образом, мужчины и женщины достигнут нового возраста выхода на пенсию в 2023 году. Также имеется категория граждан, которых не коснется повышение пенсионного возраста. Например, женщины, родившие 2 и более детей и проработавшие в районах Крайнего Севера 12 лет, они выходят на пенсию в 50 лет. Также родителям детей-инвалидов сохранят возраст выхода на пенсию.